Ой, холодно. Ты бабушка. Я бабушка. Получился снеговик. Ой, улыбается. Ой, какой снеговик. Узкие азиатские глазки. Привет, дорогие! Мы вышли 1 января насладиться пушистым снегом, лепим для Егорки снеговик и потом вернемся и будем стряпать тортики, салатики доедать. Не так красиво. Ребята ни за что не догадаетесь, где я. Да, это пальмовый снег и горячая Я вода. туда пойду-ка к тебе. Подожди сейчас. Вот так и. Вика. Хотите? Матрон, говорит, сюда смотрите. Да. О, класс. Все. Так, ребята, снег идет. Мне тут так нравится. Вот, честно говоря, аквапарк мне совершенно не понравился, потому что там очень шумно. А здесь так тихо, и самая классная благодать — это снег. Я всегда мечтала, как обезьянка, как из рекламы МТС, сидеть в теплом водоеме, и огромные хлопья снега падают на тебя. Привет, мои хорошики! Небольшое включение. Есть новости у платформы fitstarts.ru. Вы знаете, я фанат тренера Ольги Дерендеевой. Она такая зажигательная. И сейчас, представляете, Ольга Дерендеева проводит классный курс тренировок от пяточек до макушки. И это просто какой-то посленовогодний подарок. Она такая же зажигательная и классная, очень мотивирует заниматься. Там целых 7 тренировок, получасовых, небольшие, они легкие, они мягкие, но они немножко усиливаются с каждой тренировкой. И мне это очень понравилось. Заряжает классно. И, знаете, щадящий вариант. Все как я люблю. Недолго, мягко. Вот, ну и помимо Ольги Дерендеевой, там так много, как всегда, большое разнообразие тренеров, программ, курсов. Ну что ж, ребят, ловите скидку 70%. Это безлимитный доступ ко всем тренировкам навсегда. Промокод ВИКА. Как только вы кликаете на ссылку, вас переносит на сайт fitstarts.ru. И вы получаете, вот видите, купон на скидку 70%. Вот, мой купон действует и на безлимит на 3 месяца, и на безлимит на год, и на безлимит навсегда. Так что обязательно воспользуйтесь. Вот здесь вот промокод, он уже будет автоматически заполнен, Вика. Нажимаете ОК, вводите свои данные и оплачиваете. Можно оплатить, кстати, долями. Дорогие мои хорошие, привет! Я для вас приготовила мою любимую свекровь. Уговорила Матрону Егоровну, чтобы она рассказала о своих впечатлениях о Казахстане и многое рассказала о различиях быта в Якутии и Казахстане. И также со мной мой самый харизматичный муж Петя. Вот, и я его тоже уговорила, он тоже не хотел, а дедушка все-таки отвертелся. Он застеснялся. Здравствуйте, казахстанцы. Добрый день, жители Алматы. Тут климат более-менее совсем теплая. У нас сравнимо с нами весенняя. У нас в апреле месяце такая погода стоит. А там у нас уже минус 50, 60, туман, холод. Так, а
расскажете, как вы прилетели? Ой, мы Тоже прилетели история такая. через Новосибирск, потом Бишкек, и через Бишкек. В Бишкеке сын Петя встретил нас. Ой, ну там этот таможню перейти так долго стояли, очереди такие большие. Сколько часов прошло с Якутска? С Якутска прошло сколько? Вы выехали? 12, Мы 4 18 выехали. часов. 4 выехали. 4. 18 часов прошло. 18 часов? Вот таким Да. образом можно? Да. А, пищевая пленка, фольга, Ага. термопакеты, потом этот пенофол. Ага. И вообще все в таком же И всё в идеальном таком же замороженном идеальном состоянии. виде пришло. Дедушка спрашивает, говядину привезти уже. Говядину не надо, в Казахстане говядина классная. Я говорю, да, ладно, только же говядина. Ага. Поэтому только же ребятина. 40 килограмм продуктов привезли. Для этого дети тут встретили нас, морозильник купили с морозильником. А куда хранить-то? У нас все продукты там сейчас пока на балконе хранятся. Сейчас вот приедем, тогда будем их пленочкой обрабатывать. Да, смотрите видео «Спасаем мясо». Вот здесь. Да, наверное, здесь будет. Вот. Говядина! Вау! Смотрите, как классно. Вот. Красота. Вот там еще дикая битта. Чугидик, кельтик вообще. А что она может отдыхать? Да. Что можно вот это вот положить и туда засыпать? Красота, И красота. потом еще там и есть быры было. Ага. О, Печень есть? печень. Вот Вау. печень. Вот печень. А еще Может, сразу построгаем? Нет, Завтра. Ага. Сегодня отдохнула. Да, сегодня уха, оладушки. ухада. Я из форели, из казахстанской форели. Ага. Сейчас. Еще что ли? Вау. Вау. Вот это да. О, это что? О, Моя это куртка. пуховик. Протертая. Не потроха, А, потроха. хан. Хан. А, те вот это все. Смотри, как это. Вау. Да. Это радуга идет. Блин, так классно упаковали вы. Вообще, да? Это А, нарывный пирог. на рыбу. Филе? Пластинка. Филе? Да, Вау. Там 2 штуки. Вот, филе. Тут без снега было Новый год, потом что-то думала, какой Новый год без снега. И я прямо в душе о своих высших богов просила снег. И до Нового года моментально до 2-3 часов начала вот такими хлопьями, такой мягкий снег. И потом 1 числа мы лепили снеговик, сходили в площадь Абая на большую елку. И еще успели, кстати, в аквапарк. Ага. Вам понравилось? Вот тоже Очень шел понравилось нам аквапарк прямо на море, как вроде бы подумали. Сейчас еще в горы. И потом еще в горы мы с дедом поднялись. А. Көктөбе. Это по-якутски как-то на наш язык похоже. Кök. Зеленая макушка. Вроде бы переводится. Көктөбе. Это у нас по-русски переводится зеленая макушка. И наши слова как-то они немножко похожи. Допустим, тут узнала несколько слов. Жок – это у нас сок. Рахмет – это махтал. Махтанабым. Махтанабын. А тут есть слово махтан. Это благословенно. да, благодарность. Махтан. Махтал. А у нас не махтан, а махтал. Про себя я расскажу. Мне 67 лет. Я конструктор-закройщик по профессии, 45-летним стажем. У меня там в Якутске есть небольшое ателье на мастеров 3-4. Ну, работаю до сих пор. Без работы не могу сидеть.
И человек я советского времени, раньше, когда вот в 65 году, когда мне 10, 11, 12 лет было, у нас очень в школе развита была КИТ, клуб интернациональной дружбы. И мы письма получали, сами тоже писали. Допустим, я переписывалась с литовцами, у нас вожатые с Казахстаном, с Киргизией, с узбеками переписывались. По журнальному списку номер там и попадает кому, вот они и переписываются. И у нас пионер-вожатая очень была хорошая, Сивцева Елизавета, она с казахстанцами очень много переписывала, с целым классом, и у нее прямо мешками она письма получала. И потом летом ее пригласили, она приехала сюда в Казахстан, 2 месяца что ли была, и в лагере была там, короче, и приехала, и казахские песни учила. То есть она там выучила и вас Выучила, научила? и нас, вот своих учеников учила. И я немножко вот помню, то ли Достер, то ли Достером. Но сейчас уже подзабыла. Человек я не публичный. Ну вот дети заставили и согласилась на свой страх и риск. Если не так скажу или спою, вы меня, пожалуйста, не обессудьте. Ну, как пелась-то она, вот уже это 50 лет, 50 с лишним даже лет уж пошло, как эту песню учили, мне 10, мне 67, ну где-то вот 57 лет, 11-12 лет было, и я как запомнила это 10-летней девочкой, так и немножко спою. Достар, достар, жорсин хайда, бергеди, трейжанымыз, еске алыз, асындайда, келжір қайық береміз, беремеге тақтық бөгін, бақыт жалын ізделен, бақыт жалым, бақыт сезім, әрқашанда бізбенен. Ну и забыл. Просто так хорошо пели эту песню. И у нас в наше время, даже когда я взрослая была, в 83 году, дни казахской литературы были в Якутии. И столько много казахов, поэтов, поэтесс приехали. И я одну замечательную такую поэтессу запомнила, Турсунбай Аразбаева. И она специально приехала и на родину нашего писателя Аюнского в Татту съездила, и за несколько дней она выучила песню такую сложную, и на якутском языке она спела. Ну, суть песни было, чтобы звучание хамуса соединить со звуками домбры. Ну, вот такая песня была. Она такая душевная. Я эту песню прямо так любила, но на ее исполнение не нашла. Но у нас эстрадная певица спела Старостина. И на ее исполнение чуть-чуть могу там послушать там. Ага. И я работала больше 10 лет в театре эстрады, и мне ближе вот очень артисты эстрады, вот мои, они любимчики до сих пор, до 60 работала, потом на пенсию ушла, и сейчас сама себе работаю. И все равно меня не забывают мои дети артисты, и они со мной до сих пор связь держат, приходят, заказывают. Вот приехала в Алматы, и тут у меня разные всякие заказы, материалы должна купить, внукам там бальные туфли, ага, и хочу вообще-то, где тут оптовые хорошие ткани продаются в Алмате. Было бы здорово, если бы В Бишкек не хочу поехать, Да, мы не потому можем. что далековато.
Вот тут в Алмате каком рынке, если вот посоветовали бы, очень хорошо. По было бы. оптовым ценам желательно. Мгм. И не рулонами, а метражом могу купить ткани. Ага. Заказы их не исполнять. Мгм. В общем, пожалуйста, в комментариях подскажите, где в Алматы можно купить ткани метражом. Ткани Мгм. самые разные. Люди тут такие хорошие, такие душевные. Мы с дедом воздухом дышать по улицам сами ходим туда-сюда. И все нас принимают за казахов и по-казахски разговаривают. И потом говорю, мы из Якутии, мы с Саха. И они тогда так тоже о Якутии некоторые слышали и говорят, очень такие, народ такой классный и работящие, такие трудолюбивые. И приятно слышать, что нас вот знают. Да. Да, нам тоже очень всегда отрадно. Каждый раз, когда с нами заговаривают по-казахски, мы сразу говорим, мы из республики Саха-Якутия. Ага. Я специально одела якутскую национальную вот свое платье, и вот украшение серебряное, Нагрудное, Белинки-Бигер да. называется, ага. И вот Якутские сережки. якутские сережки, Очень красиво. Ага. У меня тоже есть. Да, у чтобы меня маленькие. немножко похвастаться. Мгм. Ну, это оберегает, как вроде бы, ну, по Мгм. поверьям, что и сзади, и спереди у нас вот такие. И они должны быть именно из белого металла, из серебра. Мгм. Сахалар любят серебро больше, Мгм. чем золото. Золото сильно не одеваю. Вот, а еще у Матрёны Егоровны халадай, которую она сама сшила. Матрёна Егоровна просто самый лучший Не хвалите, а то сейчас упаду. Ну, в общем, она такая длинная и красивая. Вот. Мгм. А может быть, вы пристаньте? Ты снимешь полный рост, очень красивая. Ну, вот такая вот Да. двухъярусная, вот так, ага. И Ага. широкая такая, и вот кружится прямо вот. Да. Ага. Но если одеваем, она из гипюра, и ветер дует сюда, прохладно хорошо. Да, и комары не проникают. Ага. Очень красиво. Вот, знаете что? Я вот подумала, что, наверное, даже ничего вырезать не буду полностью. Все как есть, как стрим пущу. И мы сейчас попрощаемся, а вы напишите свои впечатления. Что вам было интересно? И хотите ли увидеть Матрёну Егоровну еще в следующих У выпусках? вас, чтобы было все хорошо, главное, чтобы близкие ваши жили в душе с вами, и дети не болели. Остальное, самое главное, что наши дети хорошо ходили, и нам, пожилым людям, от этого счастья, и ничего много не надо. А главное, что все были Здоровы, здоровы, счастливы, счастливы. и по душе работа была, Да. чтоб- Чтобы жили и работали. ну, Все. Пока-пока. мгм.